18 февраля во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял верительные грамоты от 6 новых чрезвычайных и полномоченных послов зарубежных стран. Президенту Республики Таджикистан от имени руководства своих стран вручили свои верительные грамоты чрезвычайные и полномоченные послы Исламской Республики Афганистан Мухаммад Зохир Акбар, Французской Республики Мишель Таран, Государства Палестина Луай Иса, Итальянской Республики Агастина Пина, Венгрии Михай Матяш Галушфай и Республики Хорватия Рефик Шабанович. В ходе своего выступления президент страны искренне поздравил всех послов по случаю начала их дипломатической деятельности на этом славном и одновременно ответственном посту в Республике Таджикистан и с уверенностью заявил, что послы своей плодотворной деятельностью внесут достойный вклад в придание нового импульса партнерским отношениям наших стран в различных сферах сотрудничества. Лидер нации подчеркнул, что Таджикистан как самостоятельный и полноправный субъект новой системы международных отношений сегодня наладил дипломатические отношения со 178 странами мира и активно осуществляет свои отношения с ними в контексте двусторонних отношений и в рамках авторитетных международных и региональных организаций. Президент страны высказался о развитии и укреплении отношений дружбы и всестороннего плодотворного сотрудничества Таджикистана с Исламской Республикой Афганистан, Французской Республикой, Государством Палестина, Итальянской Республикой, Венгрией и Республикой Хорватия и выразил надежду, что вновь назначенные чрезвычайные полномоченные послы, выполняя свою ответственную миссию, направят все свои регулярные усилия во имя реализации добрых целей государств и вывода своих стран на качественно новый уровень отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Таджикистаном. В ходе своего выступления президент страны поделился мнением по поводу сегодняшней ситуации в мире и отметил, что на фоне отрицательных последствий COVID-19 мировое сообщество в настоящее время столкнулось с беспримерными опасностями и угрозами. Было подчеркнуто, что в такой сложной ситуации взаимопонимание, взаимоподдержка и эффективное международное сотрудничество является ключевым фактором победы в борьбе с сегодняшними угрозами. В завершении президент страны еще раз пожелал всем послам успехов в связи с началом их деятельности и особо подчеркнул готовность правительства Республики Таджикистан к содействию в направлении расширения их дипломатической деятельности. 18 февраля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял генерального секретаря Организации договора коллективной безопасности Станислава Зася. В ходе беседы глава нашего государства сделал акцент на приоритеты председательства Таджикистана в УДКБ и утвердил согласованный план мероприятий на предстоящий период. В этом контексте была отмечена проделанная секретариатом работа по подготовке данного плана и обобщению приоритетов председательства Таджикистана с инициативами глав государств-членов организации, которые были озвучены в рамках декабрьской сессии Совета коллективной безопасности в прошлом году. В этом ряду было указано на важность активизации работы по реализации решения Совета коллективной безопасности о перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье, по переработке вопроса принятия единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ. При обсуждении вопросов международной и региональной повестки отдельное внимание было уделено развитию ситуации в Афганистане, а также тенденции возрастания глобальных угроз терроризма, экстремизма, различных форм радикализма и транснационально организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков. В этой связи глава нашего государства отметил актуальность наращивания потенциала ОДКБ по эффективной борьбе с указанными рисками и угрозами безопасности. Я хотел бы просто в нескольких словах прокомментировать сегодняшнюю встречу. Только что закончилась встреча с уважаемым президентом Таджикистана, председателем Совета коллективной безопасности. Конечно, в счет того, что Таджикистан в этом году председательствует в ОДКБ, мы придаем огромное значение этой встрече. Сегодня состоялся, и за это я благодарен, конечно, главе государства, состоялся очень такой доверительный и откровенный разговор. Обсуждалась и в целом обстановка, которая складывается в зоне ответственности УДКБ и вокруг наших границ. Обсуждались те задачи, которые сейчас находятся в повестке дня нашей деятельности. Прошлый Совет коллективной безопасности с участием глав государств, он проходил в Москве 2 декабря. Были поставлены целый ряд задач перед нашей организацией на этот год. Кроме того, были озвучены
приоритеты Республики Таджикистан на этот год. То есть те задачи, на которых Таджикистан предлагает сосредоточить усилия в ходе этого года. В исполнение тех решений саммита глав государств и для реализации приоритетов Таджикистана был подготовлен план работы на этот год, то есть план реализации решений СКБ и приоритетов таджикской стороны на период председательствования. И сегодня я доложил председателю Совета коллективной безопасности по этому плану, его основное содержание, и попросил утвердить этот план работы наш на год. План был утвержден, поэтому это очень важно для нас. Мы будем строить работу, исходя из тех задач, которые определены этим планом. Условно там можно выделить мероприятия и задачи по всем нашим основным блокам. Это и политическое направление, и военное, военно-экономическое, и противодействие вызовам и угрозам. Отличие этого года, допустим, от того же прошлого года в том, что мы надеемся и, в общем-то, собираемся проводить все основные мероприятия в очном формате, то есть реально. И большая часть этих мероприятий пройдет на территории Республики Таджикистан. Та ситуация, которая складывается с пандемией в наших странах, и тем более в Таджикистане, она благоприятствует этому. Поэтому планируем уже начиная с апреля месяца целую серию мероприятий в формате ОДКБ, постепенно с таким нарастающим итогом, чтобы уже к осени выйти на наши основные, наиболее крупные мероприятия. Уже в апреле месяце планируется здесь комитет начальников генеральных штабов. В апреле месяце планируем провести Совет министров обороны, комитет Совета безопасности. В мае месяце Совет министров иностранных дел. Кроме того, пройдут еще ряд практических мероприятий на территории Республики Таджикистан. И осенью планируем провести основные учения. Это сегодня поддержал и президент Республики Таджикистан, председатель Совета коллективной безопасности. Это, прежде всего, учения военные, взаимодействие, учения с силами и средствами разведки, поиск, учения с подразделениями материально-технического обеспечения «Эшелон». Планируется также в октябре месяце вблизи границы или на одной из полигонов, тоже сегодня об этом обсуждали, провести учения с силами специального назначения МВД с участием пограничных войск «Кобальт». И, конечно, завершающим нашим мероприятием в этом году будет саммит глав государств, который тоже пройдет здесь, на территории Республики Таджикистан, осенью. Дату мы будем согласовывать, сейчас тоже обсуждали возможные варианты. Скорее всего, это будет октябрь месяц. Это, если коротко, по тому плану, который у нас представлен, и по тем мероприятиям, которые сегодня обсуждались. Конечно же, обсуждались задачи по усилению охраны таджикско-афганской границы и в целом ситуации в Афганистане. Надо сказать, что она, к сожалению, не улучшается. И те риски и угрозы, которые исходили с этой территории, они сохраняются. Поэтому, конечно, мы должны это учитывать в своей деятельности, в том числе и в этом году. У нас будет продолжена работа над реализацией перечня дополнительных мер по укреплению безопасности таджикско-афганского приграничья. Было соответствующее решение глав государств, часть мероприятий уже реализована, часть мы дальше продолжаем. В том числе эти учения «Кобальт», о которых говорил, это тоже из этого перечня. В этом году мы продолжим работу над разработкой целевой межгосударственной программы по усилению таджикско-афганской границы. Это один из приоритетов Таджикистана на этот год, поэтому этой задаче будет уделено пристальное внимание, и мы рассчитываем в этом году сформировать в целом эту программу и представить для рассмотрения нашим государством. Будет продолжено взаимодействие и наша деятельность по политической линии, в том числе с учетом того, что мы уже в январе месяце завершили все процедуры по статусу наблюдателя и партнера организации ОДКБ. Рассчитываем в этом году провести серьезное обсуждение, прежде всего среди министров иностранных дел, затем выше, глав государств, и уже осуществлять какие-то практические шаги по расширению такого пояса добрососедства вокруг нашего военно-политического блока. Это то, что основной вопрос, о котором мы сегодня обсуждались. Я очень благодарен президенту Республики Таджикистан за поддержку, и я почувствовал ее, и это раз. А во-вторых, за желание, на самом деле, укрепить наш военно-политический блок и укрепить нашу коллективную безопасность. Я уверен, что у нас все в этом году получится. Спасибо за внимание.